З 47 квартир згоріло 26. Нічна пожежа в окупованій Ялті майже знищила двоповерховий будинок на вулиці Мангарова. За інформацією рятувальників, близько опівночі в одній із квартир вибухнув газ. Вогонь дуже швидко поширився на сусідні квартири та дах. Мешканці сусідніх будинків зі страхом дивилися на вогонь, побоюючись, що він перекинеться і на їхні будинки. До нас пока не дошло, вот стоим, все волнуемся, все прибежали. Я вышла на балкон, смотрю, полностью вся крыша, высокие языки пламени, и мы бегом, вот это вот сейчас, в чем были, вот в пижаме ребенок, вот что было, вот, только паспорт взяла с собой, успела, и пламя было, в нашу сторону уже пламя шло, на 38-й дом, да. Вот мы в соседнем доме, но в стенку, да, надеемся, что не достанет. Страшно, дуже страшно. А от рятуватися хотіли не усі. Цей чоловік на другому поверсі намагався скинути пожежну драбину та виривався з рук рятувальників, але сили були нерівні. Дядька, отгоняй, сейчас пожарка будет или еще что. Куда-нибудь отгонять. Куда? Я не знаю, куда. Там стали машины. Гасити пожежу приїхало 16 пожежних розрахунків. Подключили в речку, с речки качают воду. О 1:30 ночі вогонь вдалося приборкати, а ось повністю загасили пожежу лише о 6 ранку і ще довго не пускали людей до своїх осель. Закрыть надо квартиру с сопровождающим. Вот в этом доме. Потушили уже. Я приду, закрою ключ. Ну вот, товарищ майор стоит. Товарищ майор, ну что вы, там украдут. Золото лежит на 1 600 000. Кто будет отвечать? В офіційну версію не вірять місцеві блогери та деякі місцеві жителі. С раннего утра мастер репортажа с места ЧП Янина Павленко успела поблагодарить МЧС за успешные действия и выложить совместную фоточку. Но что-то мне подсказывает, что не все так гладко. Услышим мы еще о грандиозных планах застройки исторического центра Ялты. Вчерашний пожар в многоквартирном доме в Ялте напомнил мне историю десятилетней давности. Как-то пришел ко мне решала при городской власти, чтобы поговорить. При разговоре он обронил фразу, что, мол, мы приходим, просим и нам не отказывают. Я спросил его, а что, люди вот так просто соглашаются отдавать? Он ответил «да». Через некоторое время после этого разговора в городе начались пожары в лучших с коммерческой точки зрения объектах недвижимости. Среди них подожгли и мой. Пожар в Ялте произошел в лучшем с коммерческой точки зрения месте, где сотка земли стоит очень дорого. Обійшлося без загиблих та травмованих. 12 людей, що залишилися без житла, довелося розселити в один із пансіонатів. Їм обіцяють компенсацію за утрачене майно.